Громко и по делу в прямом эфире программа «Важный вопрос» в студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Сельскохозяйственные и производственные кооперативы – явление не новое, но обретающее все большую актуальность. В Северной Осетии вполне успешно функционирует СПК «Алания Продукт». В конце прошлого года кооператив получил грант по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия Алания около 12 миллионов рублей. И уже в феврале 2020 года планируется запуск производства по переработке молока в горной местности. Осетинский сыр, сливки, масло – все это высокого качества и исключительно натуральное. Проект поможет создать рабочие места и способствует развитию горных территорий. Предприятие будет располагаться в горном селении Унал Алагирского района, а снабжать сырьем его будут 5 животноводческих ферм, построенных в населенных пунктах Зинцар, Унал, Архон и Тип, а также КФХ, выразившие желание участвовать в проекте. И сегодня в нашей студии руководитель инвестиционного проекта «Алания Продукт» Руслан Цагараев. Добрый вечер, Руслан. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Такая приятная, радостная для, наверное, всей республики информация, что строится завод, да, в горах, и уже он такой на финальной стадии. Вот расскажите, что сейчас происходит, когда вы планируете запустить производство, укладываетесь ли в сроки? Ну, сказать, что это завод, как-то звучит очень громко, но это такое предприятие, больше как сыроварня, но с достаточно чуть большим, чем сырассортиментом. Мы сейчас находимся на завершающей стадии строительства, то есть идут внутренние работы, и, я думаю, в ближайшее время уже начнется монтаж оборудования и какие-то пробные запуски уже производства. Ну вот тот ассортимент, который я указала чуть выше, действительно все вот эти виды продукции, они будут у вас производиться? Да, это все у нас будет, это не такой большой ассортимент. В основном мы делаем акцент на астинский сыр. Ну и, конечно, у нас будет и масло, сметана, сливки. Это то, что сопутствующие товары. А почему вообще пришли к идее именно такое производство создать? Ну, мы занимаемся в том числе производством астинских пирогов. И когда-то возник вопрос, не хватало нам недорогого астинского сыра. Начали искать, и получилось, что на рынке присутствует дефицит его. Потом, решили тогда производить сыр, начали искать молоко. Опять получилось, что у нас в республике существовал на тот момент дефицит молока. Ну и обратились в Минсельхоз с просьбой нам в этом помочь. Оказалось, что молока на самом деле не хватает. Когда они сказали, что есть, в принципе, программы поддержки, мы с ними ознакомились, и нам приглянулась программа развития сельхозкооперации. Мы решили в ней поучаствовать, создали с нуля кооператив, это уже года 2 назад, создали с нуля кооператив, куда вошли производители, переработчики, и вот таким образом мы пришли к тому, что будем делать астинский сыр, причем будем делать его не только весовой и как сырье для пирогов, а мы больше ориентируемся на конечный законченный продукт. Это с фиксированным весом в небольших упаковках, чтобы он был удобен для потребителя. И какие объемы производства вы планируете? Ну, мы готовимся к тому, чтобы на максимальной мощности мы сможем перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. То есть на первом этапе, конечно, у нас такого объема не будет, потому что только сейчас закупаются и животные, то есть пока они и выйдут на максимальную мощность, но мы, в принципе, будем готовы принять до 5 молока в сутки и его переработать. Ну вообще животноводство – это сфера такая очень трудозатратная. И как вы решились, в принципе, именно в эту сферу прийти? Потому что там наверняка есть немало таких подводных камней, таких сложностей, тем более животные – это организм, это животное, за которым нужно ухаживать и так далее. Какие-то болезни бывают. Почему именно эту сферу выбрали? Ну, это такой процесс, который вообще непрерывный, он никогда не останавливается, но нет, наверное, легких путей, нет легкого бизнеса, потому что в любой бизнес, по крайней мере, в наше время, это труд, это практически круглосуточная работа. Вот я часто цитирую, наверное, нашего главу республики, который и сам бизнесмен. В
в прошлом, и он всегда говорит, что человек, бизнесмен, не может работать с 9 до 6. Он круглосуточно переживает, он что-то делает. То есть у меня бывает такое, что и в 2 часа утра, и в 4 могут мне позвонить по работе, и как бы абсолютно нормально все на это реагируют, хотя окружающие, конечно, не совсем это понимают, как так можно. Ну, мы работаем круглосуточно. Здесь то же самое, каких-то легких путей никто не ищет, и мы занимаемся тем, где видим потенциал роста. То есть мы вот в этом направлении, в астинском сыре, вообще в сыре видим большой потенциал, и я думаю, что в ближайшее время будет спрос на этот продукт, и он будет расти. Мгм. Ну, давайте затронем тему рентабельности. Вот насколько это действительно... Вы говорите, что есть потенциал, да, в этом бизнесе. Но есть такая тенденция, что местный продукт, качественный даже, качественный, да, продукт, он имеет цену выше, чем, наверное, это хотелось бы потребителю, выше, чем аналоги там импортные, к примеру. Вот с этим как планируете работать? По Ну, ценовой насчет политике? импортных, допустим, я поспорил. Конечно, импортного сыра дешевого нету, и импортного молока, наверное, нет. Но, наверное, вы имеете в виду То, что завозится, продукт, да. который заходит к нам из соседних, в Да, в основном, том числе. регионах. Да, у нас вокруг, конечно, большие аграрные регионы. Это и Краснодарский, и Ставропольский край. И у них намного ниже себестоимость продукции за счет того, что у них большой объем есть молока, и цена на молоко ниже процентов на 30-40, так, если объективно смотреть. Поэтому у них, конечно, ниже себестоимость. Плюс у них очень большие объемы как по производству, так и по переработке молочной продукции. Это, конечно, тоже влияет на себестоимость конечного, потому что чем больше объем, тем меньше уже в его части занимает и зарплата, и энергоносители. То есть чем больше объем, тем выгоднее. Но, как говорится, нужно развиваться нам. То есть мы видим, что наш регион, наше Министерство сельского хозяйства в этом направлении работает очень активно. И в последние, наверное, год-два поголовье у нас растет значительно. Ну и, соответственно, под увеличение количества коров нужна соответствующая переработка. Это не последний проект, и я так думаю, что в ближайшие годы появится еще несколько проектов, именно касающихся молочной и мясной переработки. Поэтому, не скажу, что это будет суперрентабельность, там, как на каких-то там продуктах очень маржинальных, но я думаю, что мы сможем зарабатывать, и сможем зарабатывать не только как переработчики, но и все члены кооператива, это и производители молока, и хозяйства, то есть проект направлен на то, чтобы все зарабатывали, и в то же время мы за счет снижения издержек и совместной работы, совместной логистики постараемся снизить себестоимость продукции и конечную цену на полке тоже постараемся держать ниже. Ну, я думаю, что с ростом объема производимого молока в республике себестоимость тоже будет падать, потому что наши производители, я так думаю, тоже не в восторге от того, что их цена на полке выше, чем из соседних регионов. Они над этим работают, и постепенно, я думаю, мы будем при том же качестве давать лучшие условия уже и по цене. А что касается рынков сбыта, вот как вы планируете реализовывать товар? Определенный дефицит сыра есть и в нашей республике, хотя иногда некоторые производители обижаются, что я так говорю, но он реально есть. То есть, если мы из Кабарды хоть какой-то объем можем завести, из Ставропольского, Краснодарского края, то, понятно, что в республике он есть. Конечно, они в каких-то моментах могут дать лучшую цену, но это объективный рынок, и ничего страшного. Чем больше конкуренции, тем быстрее идет развитие. Потому что без конкуренции мы видим, что часто бывает и застой, и не очень хорошо народ двигается, и не хочет снижать издержки, еще что-то, применять какие-то современные технологии. Я не имею в виду те, которые там идут на то, чтобы сухое молоко вместо натурального использовать. А те, которые, и сухое молоко, это в принципе тот же молочный продукт, только без жидкости. Но там и пальмовое масло добавляют, еще что-то. То есть я не имею в виду вот эти моменты, но использовать современные технологии, которые снижают себестоимость и дают при прочих разных условиях лучше качество или снижение издержек. Поэтому я думаю, что это абсолютно нужно, и
Мы этим тоже занимаемся и будем заниматься, чтобы минимизировать издержки и в то же время дать полноценный качественный продукт. Ну, то есть вы больше ориентированы на наш рынок? Мы на внутренний? ориентированы в том числе на наш рынок, но у нас есть запросы от федеральных сетей, где у нас тоже есть подписанные контракты. Мы пока туда поставляем замороженную продукцию, но есть потребность и на охлажденку, есть потребность и на молочную продукцию. Есть потребность в других регионах, как в соседних, так и, допустим, в центральных, в Москве, в области. Потребность на астинский сыр есть. Но чтобы это сделать, нужен продукт высокого качества. В то же время он должен быть конкурентный по цене и с достаточно длительным сроком хранения. То есть мы не можем продукт, который там за 7 дней максимум срок годности, мы его не можем отправить в Москву. Нам нужно хотя бы месяц, полтора, желательно вообще до 2 месяцев. Для этого нам нужна современная упаковка, но нам для этого нужно сделать очень качественный изначально продукт. Поэтому мы большое внимание на своем производстве уделим чистоте, гигиене, контролю качества как входного сырья, так и исходящей продукции. Угу. Вот вы говорите, что нужна современная упаковка и так далее. Это требует каких-то дополнительных ресурсов или это то, что у вас уже есть, вы готовы к этому? Это у нас предусмотрено, это у нас все будет на производстве. То есть, в плане упаковки дополнительно там нам ничего не нужно. Мы это изначально предполагали. А вот по сделать. поводу средств гранта, на какие цели вы его направили и в чем еще, может быть, есть запросы, какие-то перспективы, где нужно тоже какое-то дополнительное финансирование? Дополнительное финансирование в производстве, наверное, всегда нужно. По условиям гранта мы его можем направить на закупку оборудования при условии нашего софинансирования, и мы его, в принципе, все на закупку оборудования и направили. То есть это само оборудование модульное для переработки молока и плюс закупка техники. То есть это у нас рефрижераторы и машины для сбора молока. У нас есть молоковоз, это цистерна. У нас есть пикап, который может собирать уже продукцию в бидонах. Это для небольших хозяйств. И 3 машины доставки и рефрижераторы, которые нам нужны для доставки уже готовой продукции. Потому что качество и срок хранения очень сильно зависит от постоянной температуры. Поэтому у нас машины все подготовлены, транспорт уже закуплен, и как только мы начнем давать продукт, мы качественно сможем его логистировать. Потому что логистика и доставка, хранение, они занимают очень важную часть и, в принципе, не маленькую. Угу. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш разговор. Продолжаем важный вопрос. Руслан, очень интересно вы рассказали по поводу того, как у вас уже налаживается, да, будет налажено производство в ближайшее время. А скажите, по срокам успеваете? Вот вы обозначили так амбициозно, очень смело, февраль 2020-го. Вы действительно готовы уже приступить к запуску производства? Я думаю, что к концу февраля, если нам ничего не помешает, мы уже будем расставлять оборудование. И я думаю, в марте мы уже какую-то, пробные партии будем получать, потому что запуск производства – это не только подготовить помещение и расставить оборудование, его обвязать, но и само производство, там где-то оборудование надо наладить. Плюс, конечно, начнутся эксперименты по самому сыру. Сколько его выдержать, как он должно храниться. То есть сыр тоже такой продукт, который не за один день бывает готов, особенно то, что мы хотим, качественный. Плюс лаборатория, пока они проведут анализы, пока мы эти документы все дадим на сертификацию. То есть там определенное время пройдет, но в принципе, я думаю, в марте мы уже образцы продукции начнем получать. То есть, в принципе, вот те сроки, которые мы для себя в основном ставим, мы их, я думаю, будем выдерживать. А скажите, Руслан, почему именно в горах? Почему не на равнине? Почему не в городе, например, Владикавказе? Почему именно там вы решили производство наладить? Такой интересный вопрос. Он немного, наверное, тогда уйду и в историю. Я вообще сам, в детстве жил в горах до 6 лет, пока не пошел в школу, жили мы в Миссури. А потом в школу я уже полностью учился в Алагире, и затем уже институт во Владикавказе. И
Поэтому мне, в принципе, горы это такое близкое. И я помню, что в детстве все у нас занимались сельским хозяйством, у нас было хозяйство, и я как бы не понаслышке об этом знаю. И, в принципе, это такой достаточно тяжелый все-таки труд, особенно в горах. Когда мы хотели этот проект только реализовать, когда о нем задумались, мы вообще планировали, вот, чтобы это было близко к Владикавказу, и рассматривали вот этот район. Но когда мы уже его так более-менее презентовали, то тогда уже новый министр Казбек Вазиев, мы с ним переговорили, и он сказал, что в принципе есть запрос на организацию вот рабочих мест в горной местности. Причем и глава республики это направление тоже поддерживает. И для меня, конечно, это было немного необычно, потому что горная часть – это сложные условия работы, это больше такая социальная направленность. Но когда мы уже спокойно об этом подумали, при условии господдержки, и при том, что будут поддерживать не только переработку, но поддержат еще и фермеров, которые там проживают, учитывая, что в горах хорошая экология, там часто, конечно, мы слышим, там недалеко было хвостохранилище, как бы там не совсем это близко, плюс там на месте у нас в основном переработка с нуля построенная, и может быть какие-то остаточные явления, которые от хвостохранилища там и оставались, они на нас никак не повлияют. Плюс у нас большая часть молока будет идти с высокогорья, это и Тиб, это и Архон, и рядом Женцар, то есть это намного выше, и мы получим оттуда очень качественный продукт. Поэтому мы это место выбрали, чтобы нам было удобно в плане логистики. И взвесив все за и против, мы решили, что да, проект это может быть удачным, он будет и рентабельным, в то же время и какая-то социальная там есть составляющая, и поэтому решили все-таки сделать его в горной части. Здесь бы мне, честно говоря, хотелось отметить и роль руководителя сельского поселения Маргиева Тамерлана, потому что он, как только услышал про нашу идею, мы вообще искали готовое помещение в горной части, но почему-то не смогли найти, потому что где-то там с документами не совсем порядок был, еще что-то. А он, как только услышал про наш проект, так с энтузиазмом откликнулся и сказал: вообще никуда не ходите, вот сегодня же ко мне приезжайте и дайте тех заданий, которые вам нужно, мы вам все дадим. На самом деле так и получилось. Мы приехали, он сразу сказал: вот есть участок, тут недалеко коммуникации, и давайте, чем нужно, мы вам поможем, пожалуйста, этот участок. И вот так мы оказались в Унале. И, в принципе, мы очень рады, что это именно так и происходит сейчас. А что касается кадров, вот есть такая, да, знаменитая фраза «кадры решают все». Вот где вы берете специалистов и тех, которые будут работать именно на производстве, то есть какие-то именно связаны с технологией, с оборудованием, где кадры, которые владеют этими технологиями, и в том числе и будете ли привлекать жителей района? Мы в первую очередь в плане создания рабочих мест ориентируемся на местные ресурсы, потому что понятно, что возить из Владикавказа, из других районов людей туда это не совсем рентабельно. В то же время мы понимаем, что готовых специалистов на месте сейчас нам найти будет тяжело, особенно узкоспециализированных. Это и, допустим, сотрудник лаборатории, это и технолог, это и вот сами производственники, их найти будет достаточно сложно. Но мы как бы к этому готовы. У нас есть специалисты, которые с нами совместно в этом проекте работают. Я бы хотел одного из них выделить, это Аркадий Налович Морзоев. Это наш профессор, доктор наук. Он долгое время был и заведующим кафедрой микробиологии в университете. И он в том числе вот в нашем проекте участвует с точки зрения научного руководства. И я думаю, что с его помощью и с помощью других еще наших коллег мы сможем и подготовить специалистов, и в то же время дать вот хорошую научную базу. То есть мы не только там какой-то один рецепт, который выбрали и там узнали от бабушки или еще от кого-то, а мы подходим с точки зрения науки и все делаем в соответствии вот с современными требованиями. Поэтому тех специалистов, которых не хватит нам, на первом этапе мы, конечно, привлечем, и они будут нам и помогать
в запуске производства, плюс они будут нам помогать в том, чтобы мы подготовили уже кадры на месте. И в дальнейшем мы максимально хотим, конечно, местных задействовать. Мгм. А вот скажите, пожалуйста, тот, как это сказать, вот вы работаете в форме именно кооперации, да? Да. Те участники этой кооперации, как вы объединились вообще, и есть ли возможность к вам присоединиться? Ну, кооперация, она предполагает совместную деятельность, совместную работу независимых организаций. То есть, если это, допустим, в советские времена кооперация, она объединяла, в принципе, государственные предприятия, то сейчас она объединяет больше частников. И каждый из этих хозяйств крестьянско-фермерских, они независимые, они могут работать и без нас, то есть никто их к этому побудить силой не может. Но в рамках сельхозкооперации создаются такие условия, чтобы им это было в первую очередь выгодно. Когда это выгодно, то это и им приятно, и нам хорошо и удобно. Поэтому это независимые хозяйства, но работаем мы в кооперации. А в чем это выгода? Выгода в чем? Во-первых, у нас те предприятия, те хозяйства, которые работают в кооперации, они при получении какой-то грантовой поддержки имеют небольшие, но дополнительные преимущества за счет того, что они входят в кооперацию. Это есть такая федеральная программа. Плюс у них гарантированно мы купим все молоко. Плюс они являются как бы и соучредителями компании, то есть не сторонние люди, а они работают в том числе для себя. И мы гарантированно выкупим весь продукт, им не надо его никуда везти. То есть у нас есть машины, мы этот продукт на месте заберем. Плюс мы можем поделиться технологией, мы можем организовать им поддержку в плане какой-то сдачи отчетности, подготовки документов. То есть не все фермеры, они являются по совместительству и бухгалтерами, и юристами. То есть в этом плане мы тоже оказываем помощь, помогаем, потому что это наши. Плюс все хозяйства, которые хотят работать с нами, в горной части особенно, они могут присоединиться как вступив в кооператив, так и просто на обычных договорных условиях. А сейчас уже есть такие желающие? Есть, несмотря на то, что мы еще не начали, наверное, во многом благодаря журналистам, благодаря телевидению, уже многие знают, что в ближайшее время проект будет запускаться, и уже к нам обращаются люди, которые хотят с нами работать. Пока они хотят посмотреть, как мы работаем, но, в принципе, уже готовы с нами сотрудничать, взаимодействовать. Ну, такое объемное, трудозатратное производство. Скажите, вот вы вообще как видите, в чем именно будущее сельского хозяйства? Вот что такой залог развития, который нужен Осетии, чтобы у нас пошло это дело в сторону роста? Ну, сейчас я думаю, что все сельское хозяйство и министерство идет все в нужном направлении. Потому что нам нужно максимально интенсивно использовать те ресурсы, которые у нас есть. Ну, государство сейчас очень много помогает, потому что мы, пройдя этот путь от начала и до конца, я могу сказать, что волокиты много, но она не из-за того, что кто-то специально затягивает, а потому что фермер, он не всегда готов к этому. То есть, чтобы получить кредит в банке, нужно подготовить определенный перечень документов. И вот такой перечень бывает только у крупных компаний, у которых юристы, экономисты, бухгалтера, то есть только они к этому готовы, чтобы прийти и сразу весь пакет предоставить, у которых расчетные счета, большие обороты, залоговая база. То есть, конечно, таких у нас мало. Но все это возможно. Мы этот путь начали с нуля. У нас тоже не было ни залоговой базы, ничего. И потихоньку мы идем к тому, что где-то капитализация увеличивается, еще что-то. И никаких проблем с этим нету. То есть человек может это все сделать, с нуля начав, и спокойно этого достигнуть. То есть нету никаких там препятствий, никто специально этому точно не препятствует. Государство сейчас это поддерживает направление, особенно поддерживается сельское хозяйство.
И нам в республике нужно максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. То есть мы не сможем произвести зерна, сколько Краснодарский край, но, допустим, у нас прекрасные условия для рыбоводства. Мы можем выращивать форель и осетра, это очень высокомаржинальные продукты, я имею в виду и добавочную стоимость, плюс нам нужно максимально их максимальную сделать переработку. То же самое с фундуком. Мы видим, что есть прекрасные сейчас проекты, мы видим спаржу. То есть каждый, там, наверное, гектар, даже сотку земли мы должны максимально эффективно использовать теми продуктами, которые дают как с поля высокую стоимость, так и в переработке. И я думаю, что тогда никаких проблем не будет. Даже если это будет небольшой объем, но с глубокой переработкой, современной упаковкой, с качественной, красивый продукт, он всегда будет находить своего покупателя. Вот, допустим, есть такой высокомаржинальный и дорогой продукт, как хмель. И, насколько я знаю, истоки, корни европейского вот этого хмеля, они идут с Кавказа. И у нас он растет очень хорошо, причем дикорастущий, он растет так, что если его где-то случайно чуть посадить, он вырастает как сорняк, его невозможно вывести. Да. А мы им, допустим, не пользуемся. И, конечно, удивительно, почему нет. Вот мы были в Чехии как-то, я смотрел, они растут там как вот виноград и фасоль, прям, я смотрю, там 6-метровые вот эти столбы, думаю, что это такое? Кажется, это хмель так растет. Он, очень дорогой продукт, и он у нас прекрасно растет. Я знаю, что наши пивовары, они из нашего дикорастущего хмеля варили пиво, и он по показателям жатецкому хмелю не уступал. Но мы им почему-то не пользуемся. То есть я думаю, что все направления, вот эти высокомаржинальные, вот фундук у нас тоже прекрасно растет. И в предгорье он растет, и в горах он растет. В Миссури на высоте более 1000 метров он спокойно растет, дикорастущий. Я не думаю, что его кто-то там специально сажал. И нам надо всю территорию республики максимально эффективно использовать. Даже если мы сажаем кукурузу, да, что там часто критикуют, то если мы возьмем кукурузу, которая условно там, вот, белая, как бандюэль, сладкая, плюс мы ее переработаем, ее нарежем, упакуем, заморозим и продаем в виде готового продукта, то мы, конечно, с гектара получим не 5-6 тысяч там, рублей за тонну, а получим 50-60. То есть максимально, конечно, использовать те ресурсы, да, в том числе и природные, климатические, которые нам даны. Вот в горах очень хорошо выращивать там баранину, козы. Вообще это, наверное, про нас, потому что в горной местности не падают, и они себя прекрасно чувствуют, у них и шерсть дорогая, и мясо у них хорошее, то есть одни плюсы. Но мы им почему-то не пользуемся. И вот если взять, в пример, соседнюю Кабардино-Балкарию, они из вот этой шерсти делают очень много всего и готовую продукцию. И опять же, мы ее оттуда закупаем и продаем. То есть многие вот нашу даже символику производят в Кабардино-Балкарии. Наверное, опять кто-то на меня обидится, скажет, что вот как это так, мы же сами это все делаем. Но я знаю, что мы оттуда очень много завозим, потом здесь это продается. Поэтому нам надо максимально эффективно свои ресурсы использовать. Очень воодушевляюще вы ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что это было полезно и для наших зрителей. Спасибо большое за это интервью. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Это был важный вопрос. Всего доброго и до встречи.